я сейчас в чудесном месте. Это в Минске, кстати. Это старый дом родителей моей жены. Место, где она выросла. Здесь большой старый сад. Но этого места у нас скоро не будет. Потому что после одной из демонстраций власти приняли решение изменить генплан Минска и снести этот дом. Это как наказание, как месть за то, что я и сотни людей вместе со мной протестовали против фальсификации выборов. Это не единственный пример мести. Сейчас в следственном изоляторе МВД находится мой соратник Сергей Кунцевич за то, что он хотел дать возможность нормально высказать свой протест 25 марта против декрета номер 3. Он хотел, чтобы было нормально звукоусиливающая аппаратура. Доставили. Он хотел, чтобы у протестов был лидер я. И он делал все возможное, чтобы я оставался на свободе до 25 марта. Он помог мне скрыться от наружного наблюдения. Его схватили за это. И, как недавно он передал информацию оттуда, его пытали электрошокером, чтобы он рассказал место, где я нахожусь перед 25 марта. Его теперь не могут выпустить, потому что они показали сфабрикованный фильм, что он там технику привез выпустить, какие-то коктейли молот. Потом был другой фильм, где люди сняли, как эти коктейли доставали из милицейского автобуса. И они не могут выпустить его, потому что он расскажет о пытках. Его пытали электрошокером. В центре Европы в 21 столетии молодого человека пытали только за то, чтобы место нахождения возможного лидера мирного митинга. Друзья, мы приплыли. Если вы думаете, что вас это не коснулось, то вы глубоко ошибаетесь. Они начинают с самых активных, а потом учатся и дойдет до каждого. Мы недаром жертвуем всем этим местом. Особенно для меня приятным после 5 лет тюрьмы. Это иллюзии. Сергей жертвует своей свободой. Он сообщил о пытках, зная, что его могут отомстить там. Чтобы вы знали об этом, что вас ожидает. Без жертв, без каких-то затрат получить свободу не получится. Нормальной жизни не будет, пока мы не избавимся от этого человека. И для этого придется рискнуть, хотя бы немного. Прийти на эту акцию. Ведь только лидеры там арестовывают. Вы не лидер. В конце концов, помочь деньгами семьям политзаключенным. В конце концов, прокомментировать в интернете, поставить лайк, перепостить. Надо что-то делать. Потому что всех нас загонят еще более худшую ситуацию. Лучше уже не будет. Надо что-то делать. Давайте будем смелыми. Я хочу закончить словами Сергея Кунцевича. Белорусы, не надо бояться.